Здравствуйте, смотрите в сегодняшнем выпуске. Президенту Туркменистана подарили 8 элитных скакунов. В Туркменистане выбрали самого красивого коня ахалтекинца года. В Аркадаге открыли монумент Тайчанак и другие новости. Президенту Сердару Бердымухамедову в рамках празднования национального праздника туркменского скакуна преподнесли в дар 8 ахалтекинских лошадей от представителей всех регионов страны и силовых ведомств. От имени жителей Ахалского вилаята главе государства подарили коня по кличке Аркач, от Балканского вилаята скакуна Газал, от Дашагузского вилаята коня Дияр, от Лебабского вилаята скакуна Гюнеш, от Марийского вилаята скакуна Пальван, от города Ашхабада коня Инамлы, от имени коневодов города Аркадаг скакуна Парахат. От имени военных и правоохранительных органов главе государства был подарен скакун по кличке Ватанчи. В Международной академии коневодства имени Аба Анаева в Аркадаге прошла церемония награждения победителей творческого конкурса на лучшее художественное воплощение образа ахалтекинской лошади. Призы от имени президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова были вручены в 6 номинациях, включая ковровое полотно, ансамбль конских украшений, произведения живописи, скульптуры и видеоролик. Победители получили награды за выдающиеся работы, посвященные культуре и искусству ахалтекинских лошадей. В Международной академии коневодства имени Аба Анаева в Аркадаге при участии президента Сердара Бердымухамедова прошла церемония награждения победителей международного конкурса «Самый красивый ахалтекинский скакун года». В финал конкурса вышли 10 элитных ахалтекинцев различных мастей, а победителем стал буланый конь Мелегуш 2020 года рождения. Владельцу победителя от имени президента вручили главный приз – автомобиль Toyota Camry, переходящий кубок и почетный диплом. Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов принял участие в торжествах по случаю национального праздника туркменского скакуна, состоявшихся в Международном ахалтекинском конно-спортивном комплексе. Глава государства ознакомился с выставкой национальных традиций коневодства и юртами, представляющими регионы страны. Центральным событием стали конно-спортивные соревнования, где главный приз президента Туркменистана завоевал скакун Безерген. В завершении мероприятия состоялась церемония награждения победителей, и главе государства был преподнесен в дар ковер по случаю национального праздника туркменского скакуна. Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов встретился с советником князя Монако, основателем организации «Мир и спорт» Жоэлем Бузу в рамках празднования Национального дня туркменского скакуна. Обсуждены перспективы расширения сотрудничества в спортивной сфере, в том числе по итогам недавнего визита делегации Туркменистана в Монако. Стороны выразили уверенность, что переговоры придадут двусторонним отношениям новое качественное развитие. В Аркадаге в рамках празднования Дня ахалтекинского скакуна открыли новый монумент Тайчанак и реконструированный участок проспекта Ахалтеки-Атлары. Площадь у монумента оформили в традициях туркменского тоя. Праздник сопровождался выступлениями артистов и музыкой. Завершением церемонии стал запуск в небо разноцветных воздушных шаров – символа мира и благополучия. Президент Сердар Бердымухамедов подписал указ о назначении чрезвычайного и полномочного посла Туркменистана в Японии Атадурды Байрамова одновременно чрезвычайным и полномочным послом в Новой Зеландии. Другим указом глава государства назначил чрезвычайного и полномочного посла Туркменистана в Турции Микана Ишангулыева одновременно чрезвычайным и полномочным послом в Тунисе. 25-26 апреля 2025 года делегация Туркменистана во главе с министром культуры Атагильды Шамурадовым посетила город Эрзурум в Турции для участия в 6-м министерском совещании ОЭС по туризму. В ходе встречи обсуждались вопросы укрепления сотрудничества в туристической сфере, а министр подчеркнул стратегическую важность туризма для Туркменистана, обладающего богатым природным и культурным наследием. Также состоялись двусторонние встречи, направленные на развитие устойчивого и процветающего туристического сектора в регионе. В мае этого года ученые лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований Российской академии наук прогнозируют несколько значительных периодов геомагнитных возмущений. Месяц начнется с возбуждения магнитосферы 1 мая, а 2 мая ожидается сильная магнитная буря. После небольшого периода стабилизации 3-4 мая с 5 по 7 мая вновь прогнозируется мощная буря. В середине месяца с 11 по 17 мая ожидается спокойный геомагнитный период, но с 18 по 21 снова будет наблюдаться повышенная активность. Людям, чувствительным к изменениям магнитного поля, рекомендуется учитывать эти прогнозы для подготовки к возможным колебаниям самочувствия. Группа ученых из Великобритании анонсировала проект по воссозданию кожи тираннозавра с использованием фрагментов
элементов ДНК и коллагена доисторического хищника. Ключевым ресурсом для исследования станет уникальная окаменелость тираннозавра Рекса, обнаруженная в Монтане в 1988 году, из которой удалось извлечь фрагмент коллагена и даже белки крови динозавра. Исследователи разработали методику реконструкции полной коллагеновой последовательности и внедрения генетического материала в клетки кожи для выращивания материала в лаборатории. Конечной целью проекта является создание биологически идентичной кожи тираннозавра, альтернативы традиционному кожевенному производству с высокой прочностью и биоразлагаемостью. Барселона победила мадридский Реал в финале Кубка Испании по футболу, выиграв 3-2 в дополнительное время. В составе сине-гранатовых голы забили Педри, Ферран Торреси, Жюль Кунде. У Реала отличились Килиан Мбаппе и Арельен Чуамени. Эта победа стала третьей для Барселоны в текущем сезоне над Реалом после выигрышей в чемпионате и Суперкубке Испании. На сегодня это все. Желаю вам хорошего завершения дня. Увидимся завтра. И не забывайте, что Туркменпортал – ваш самый надежный источник новостей.